В апреле 2015 года в Следственный отдел по городу Якутску поступили материалы по факту безвестного отсутствия 54-летнего мужчины. В ходе процессуальной проверки, проведенной следователями Следственного комитета, появились основания полагать, что пропавший мог стать жертвой преступления. В этой связи по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. 15 сентября 2015 года в помещении котельной, расположенной по улице Циолковского в городе Якутске, был обнаружен труп неустановленного мужчины с отчлененными головой и конечностями. При проведении следственных действий по возбужденному уголовному делу об убийстве личность погибшего была установлена. Им оказался разыскиваемый якутянин. Кропотливая работа следователей и оперативных сотрудников полиции помогла выйти на след мужчины, причастного к совершению преступления и проживавшего в помещении котельной. На первоначальном этапе следствия он признался в совершенном убийстве и показал, что познакомился с потерпевшим в середине февраля. С новым знакомым они распивали спиртные напитки, однако застолье не заладилось с самого начала. Потерпевший предъявил обвиняемому претензии о неравном количестве разливаемого алкоголя. Завязалась драка, в ходе которой обвиняемый куском металлической трубы ударил нового знакомого по голове и, когда тот упал, нанес ему 2 удара ножом в грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а у злоумышленника появился план, направленный на сокрытие тела. Следователи и оперативные сотрудники полиции осуществили большой объем следственных и оперативных мероприятий. Было установлено местонахождение практически всех лиц без определенного места жительства, которые проживали в помещении заброшенной котельной. Среди допрошенных граждан находился и мужчина, на которого показал обвиняемый как на лицо, совершившее преступление. Но уйти от ответственности преступнику не удалось. Следователи установили, что человек, о причастности которого к убийству сообщал обвиняемый, в момент совершения преступления находился совершенно в другом месте. Приговором суда 14 июня текущего года подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.